России 31 августа отмечается Православный день ветеринара. Появился этот праздник в 2011 году по благословению церкви. Профессия ветеринара всегда была уважаемой. Об этом говорит и повсеместная любовь к герою детских книжек, специалисту по лечению зверей доктору Айболиту. Айболит клиники «Поливет» Алексей Завицкий выбрал свою профессию, как признается сам, совершенно случайно. Я учился в северной группе в нашей сельхозакадемии. Там был молодой, романтика. Я хотел стать охотоведом, уехать на север. Как раз это перестроечные времена. Совхозы, колхозы все поразвалились. Охотоведы стали практически не нужны. Поэтому быть грузчиком с высшим образованием как-то не хотелось. И перевелся на ветеринарный факультет. Профессия захватила, не жалею нисколько. Клиника «Поливет» существует с 1999 года. Помещение совсем крохотное, всего 2 хирургических кабинета. Как говорят специалисты, приходится приспосабливаться. И больному животному немного нужно, своевременная помощь и ласка. Тем более удобное расположение в самом центре Якутска, опытный и квалифицированный персонал радует клиентов и их любимых четвероногих друзей уже десятки лет. Это чихуахуа, ее зовут Шакира, ей 4 года. Ходим сюда периодически, прививки получаем, лечимся. Тут очень хорошая клиника, мы постоянно сюда ходим. Хотя основной контингент клиники кошки и собаки, встречаются и экзотические животные. Часто обращаются с рептилиями, с игуанами, с черепахами. Были даже с крокодилами у нас. В день клиника принимает в среднем 30 питомцев. Это 150 животных в неделю и 600 в месяц. Как говорит Алексей Альфредович, клиника иногда похожа на электричку. Поток клиентов, особенно в летний период, очень большой. Сегодня утром в клинику поступил пес по кличке Туман. 5-летний дворянин, как его ласково называет хозяин, поранил задние лапы о стекла. Заботливые врачи Поливета сразу оказали ему квалифицированную помощь. Мы на даче живем. Встали утром, а он на 3 ногах у нас идет. И, видимо, ночью где-то порезался. Я думаю, там у меня ящик со стеклом, он туда залез. Он, конечно, волнуется, но не так сильно, потому что он у меня, в общем-то, обученный уже командам всяким, поэтому папу слушает. Он вам доверяет, да? Да, доверяет. Ага. Мы с ним дружим, мы часто пользуемся этой клиникой. Доктора здесь хорошие, профессионалы своего дела, очень хорошо все делают и помогают нам. Так что спасибо им большое. Специализируется клиника «Поливет» на операциях на костях и позвоночниках. В будущем планируется прикупить и офтальмологическое оборудование, чтобы делать операции на глазах. Пока радуемся своим успехам. Довольно сложные вещи научились делать. Сейчас мы планируем обучиться работе на глазу. То есть хотим открыть офтальмологический кабинет. То есть много возрастных животных, достаточно дорогих, ценных в племенном отношении. И когда они теряют зрение, скажем, катаракта, помутнение хрусталика, сейчас медицина ветеринарная им может в этом помочь. То есть вернуть зрение, восстановить, поменять хрусталик или просто его удалить. В сентябре месяце покупаем новый УЗИ-аппарат. То есть у нас появится человек, который будет работать с этим. Лучше станет диагностика. Можно будет просматривать внутренние органы, состояние печени, почек, сердца. Специалистов хороших, как говорит Алексей Альфредович, в Якутске не хватает. Ветеринары хоть и не вымирающий вид профессии, но и квалифицированный специалист нынче на вес золота. Врач, который работает, для того, чтобы он нормально мог работать эффективно, он должен иметь примерно кандидатскую или даже докторскую степень, потому что колоссальный объем данных. Грамотных врачей, действительно специалистов своего дела, очень-очень мало. 31 августа представители одной из самых добрых профессий, ветеринары, будут отмечать свой профессиональный праздник. Доктора, конечно, не дождутся слов признательности от своих четвероногих пациентов, однако нет сомнений, животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасателям, чем люди. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Иван Тайтонов, ЕСЯ.